Скажите, пожалуйста, ну, вы все-таки в банковском секторе давно уже. Вообще в нашей истории Кыргызской Республики за 27 лет вот по поводу ликвидации банков, было ли так, что из-за кредитов, которые потом не были возвращены или выплачены, которые брались под гарантией правительства, ситуации банкротства банков? Сколько на вашей памяти таких ситуаций было? И из-за недобросовестности официальных лиц, частных лиц. Вспомните, пожалуйста. Я так на память только один случай такой припоминаю. Это с Меркури банком что-то там было. Меркури банк. А что там было? Ну, там что-то с облигациями было. Ну, тогда я вам напомню еще один случай. В 1997 году это для чего? Это, во-первых, какой-то такой хороший пример для истории, чтобы впредь такое не повторялось. В 1997 году 3 известных в нашей стране бизнесмена берут кредит по $500 000. Фамилии, они и в политике большую роль играли потом. Эти 3 человека взяли по $500 000 кредит, потом перестали его погашать, и банк Курулуш потом обанкротился. Вы помните эту историю? Причем кредит брался под прямые гарантии правительства. Я давайте посмотрю, я в то время студентом еще был. Честно, университет еще не для закончил. Истории, Вот я бы попросила вам предоставить по этому случаю и по другим случаям, почему я это спрашиваю. Потому что потом-то эти люди были вхожи в политику, в Белый дом, в большой бизнес. Они разбогатели за счет государства. Они в буквальном смысле кинули государство. Но государство потом не разочаровалось в них, а продолжало их кредитовать, продолжало им помогать. И они очень высокие должности потом у нас в правительствах занимали. История должна знать такие лица, такие имена, таких героев в лицо. Просто у меня эти имена есть, но я попрошу вас официально это подтвердить. И дайте, пожалуйста, информацию к следующему вторнику, да, мы будем собирать. По всем банкам. Были ли аффилированы из политика персоны, замешаны в таких грязных делах? И всех сюда фамилии. Видел, тут 2 вот аспекта есть, я вот сразу хочу обозначить, и вот по просьбе то, что Достан Даламаевич, да, все вот эти взаимоотношения банк-клиент, это является банковской тайной и может раскрываться только по решению суда. Это требование закона о банках и банковской деятельности. Поэтому о фамилиях... А если они берут под прямые гарантии правительства, как это потом они попадают под этот... Какая банковская тайна, если там государственные гарантии? Если вот государственные какие-то есть гарантии, то это да. А в случае, если там нету никаких государственных гарантий и что-то, взаимоотношения клиент-банкир является банковской тайной, и только решение суда позволяет ее раскрыть. То есть такую информацию по фамилиям мы не можем вам предоставить. Ну, тогда я назову, я думаю, как депутат парламента, все-таки наш народ должен знать 3 фамилии. Гусаров, Данияр Усенов и Дмитрий Воробьев. Вот эти 3 фамилии я прошу вас в официальном порядке мне предоставить письменно, какими суммами они оперировали, почему государство их кредитовало под очень низкие проценты. В то время, в 95-97 годах, кыргызские отечественные бизнесмены брали кредиты от 30 до 40%. Под эти проценты, под 40%. Эти люди получили менее 5%. И они бросили, кинули государство, никакой ответственности не понесли, никто из них ни в тюрьме, ни за решеткой нигде не оказался. Но потом продолжали, дошло до того, что просто тихо банк обанкротили. И высокопоставленные лица, с которыми они были связаны, прикрыли это дело. Пора уже как бы историю нашу пересматривать. И чтобы больше вот такие аферисты для будущих, это был урок, что когда-то придет период ответственности. Спасибо. Хорошо.